Почему избы коми называли пятистенными, а шаньгу делают из ржаной муки? И какой он коми-менталитет? Более 58 тысяч просмотров в социальных сетях набрал фильм о нашей республике, выпущенный проектом «Национальность.ру». Это тревел-шоу, в котором ведущие рассказывают о разных народах России. Недавно съемочная группа познакомила зрителей с народом коми. Евгений Стокас подробнее. Они создали лыжи, пельмени и собственное руническое письмо. Такими словами начинается тревел-шоу «Национальность.ру» о нашей республике. Уникальный край удивляет самобытной культурой и величественной природой, но и с остальной Россией имеет много общего. Например, мужской национальный костюм похож на русский, а в ремесле повсеместно в лесной коме используется береста. Изделия из нее прочно вошли в народные ритуалы. Очень привлекательный материал, потому что много из него можно сделать, разных изделий, и плетеных, и из пластовой бересты. Есть такая традиционная посуда плетеная в форме солоночки. Удицы, утка – это праматерь земли коми, и в каждой семье девушка выходила замуж, папа ей дарил солоницу вот эту, и она переходила с поколения в поколение. Но и знаковых отличий хватает. Например, язык. Одна только буква «э» чего стоит. Короткий лингвистический экскурс даже провели для съемочной группы. Мы очень-очень любим природу, по коми она называется вырва. И, например, если мы слышим, что течет ручеек, мы говорим «жильжоль». «Жильжоль». С таким звуком течет ручеек. А как у вас лает собака? Уф-уф. 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 Коми собаки говорят уф-уф. Ведущий тревел-блогер Александр Снитовский норовит все попробовать и пощупать. И на печке полежал, и в традиционный костюм нарядился, и даже лося Максима в финно-угорском этнопарке в селе Иб покормил. На самом деле лоси едят не только яблоки, они очень любят соль, они очень любят листья, ветки и многие другие вещи, которые можно найти в лесу. Вообще, это первый раз, когда я вижу лося так близко, и он оказался гораздо добрее, чем я думал. Никуда и без традиционной кухни. Квашеная капуста, запеченная рыба, шаньги из ржаной муки, наваристый суп из вяленой оленины и перловки коз яяшит. Все увидев и опробовав, ведущий подводит итог. Коми во многом похожи на другие народы России, но у них есть свои уникальные черты. Во-первых, это коми-менталитет. Дело в том, что у них есть своя, конечно же, присущая северным народам небольшая скрытость. Однако, когда вы с ними знакомитесь поближе, они раскрываются, и вы точно чувствуете это радушное северное тепло. За короткую передачу удалось рассказать и показать многое из традиций и истории коми. Жаль только, что нашу волшебную зиму программа «Национальность.ру» не запечатлела. А то, того и гляди, влюбились бы авторы в коми-край без остатка. Евгений Стокас, телеканал Юрган.